В эфире итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях вторника, 14 декабря, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Остается напряженная эпидситуация в Якутии. Вместе с тем существенно уменьшился ежедневный прирост новых случаев заражений. Партия наркотиков в электронной плитке. Нерюнгринский городской суд вынес приговор мужчине. Он пытался доставить наркотики весьма оригинальным способом. Завтра глава Якутии озвучит традиционное послание Госсобранию Илтумен, что сделано за год в части ремонта и строительства дорог. Мастер-классы от шеф-поваров, дегустации и другие вкусные события. В Москве завершился международный гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». «Чудо в перьях». Картина ученицы детской школы искусств будет украшать Дом правительства республики. Остается напряженная эпидситуация в Якутии. За минувшие сутки заразились ковидом в регионе 209 человек. В столице 72 случая заболевания, 25 заражений в Нерюнгринском районе, 23 в Мирнинском, 21 в Алданском. Еще в 17 районах Якутии отмечено от 1 до 9 случаев заражения ковидом. Документ о вакцинации сроком на 6 месяцев будет выдан гражданам, которые сделали прививки препаратами иностранных производителей или вакцинировали спутником ВИ за границей. Я думаю, что в декабре мы его уже полностью с технической готовностью портала госуслуг завершим. По тем гражданам, которые имели положительные ПЦР-тесты, которые сохранились в базе Роспотребнадзора, которые сохранились в информационных системах регионов, этим гражданам мы предлагаем пройти анализ на антитела и вне зависимости от уровня антител, а просто от наличия, есть они или нет, соотносим эти данные на портале госуслуг с данными по ПЦР-тестированию. И если есть антитела и соответствующий ПЦР-тест, то это дает основание оформить гражданину сертификат вакцинированного, но он так называется, хотя там есть данные переоболевших и о медотводе появятся. Мы выдаем этот документ сроком действия год с момента фиксации положительного ПЦР-теста. Если у граждан не было положительного ПЦР-теста, то они могут сдать анализ на антитела. И если анализ положительный, то есть антитела есть, сдать эту информацию также в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор передаст это на портал госуслуг. И после этого гражданину будет оформлен сертификат сроком длительности половина года. Проект федерального закона, предусматривающий посещение определенных общественных мест при наличии QR-кодов, поддержали депутаты Госсобрания Якутии. Документ поддержали 43 депутата, против выступили 12, воздержался 1. Также парламентарии подготовят предложения по доработке законопроекта, в том числе по перечню мест и организаций, для посещения которых требуется QR-код. Согласно проекту закона, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом мера не затронет аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Оперативный штаб республики разъяснил, кого будут размещать в обсерваторе, открытом в связи с омикрон-штаммом. Об этом сообщила замруководителя оперштаба Ольга Балабкина. Обсерватор открывается не для больных, а для всех прибывших из стран, которые находятся в списке, определенном Роспотребнадзором, уточнила она. Ранее стало известно, что в регионе разработали план противодействия штамму омикрон и открыли новый обсерватор. Идем далее. Нерюнгринский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Суд установил, что в сентябре прошлого года подсудимый из корыстных побуждений путем использования программы шифрованной связи вступил в состав организованной группы с целью сбыта синтетических наркотиков. Неустановленное лицо, выполнявшее роль склад-отправитель, отправило через транспортную компанию Санкт-Петербурга на имя подсудимого электроплитку. В ее корпус был заложен тайник. Полицейские в аэропорту Пулково установили указанное почтовое отправление и изъяли наркотики. Изготовили их муляж и отправили в Нерюнгри для проведения так называемой контролируемой поставки. В ноябре 2020 года, после получения почтового отправления с муляжом наркотического средства, в офисе транспортной компании в городе Нерюнгри мужчина был задержан сотрудниками Нерюнгринского линейного отдела полиции. Таким образом, преступная деятельность была пресечена. С учетом позиции государственного обвинителя Нерюнгринской транспортной прокуратуры, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Между тем, все электронные сигареты, айкосы и кальяны с сентября приравнены к табачной продукции. А это значит, что запрещено их использовать в общественных местах, в том числе в подъездах домов, на остановках, детских площадках. В Ленске сотрудники полиции регулярно проводят лекции в школах, объясняя учащимся о вреде курения, а также рейды по торговым точкам с профилактической целью. Выявляют факты продажи несовершеннолетним табачной продукции. Такое нарушение влечет за собой административное наказание в виде штрафов. В Ленске в последнее время наблюдается рост курения электронных сигарет лицами, не достигшими 18 лет. Как правило, это подростки. На самого продавца можно также составлять протокол за продажу несовершеннолетнему, либо тому, на то лицо, которое приобрело. Например, несовершеннолетний попросил какого-нибудь дяденьку, чтобы ему приобрели в магазине, например, там, электронную сигарету, айкос или сигареты. Это лицо будет привлечено к административной ответственности. Там штраф до 3000 рублей. Также у нас поступает информация от самих учителей о том, что они видели там, где на территории там ученик покурил электронную сигарету, либо, не дай бог, там уже покурил он в классе. С ними проводим беседы. Добычу мамонтовой фауны планируют легализовать. Данный вопрос обсуждают парламентарии Якутии. По их словам, сегодня останки доисторических животных, которые ранее можно было обнаружить на поверхности земли, закончились. Многие охотники за бивнями мамонта начали рыть земли и использовать мотопомпы для их добычи, что не является законным способом. По словам народных депутатов, инициаторов проекта закона, мамонтовую фауну необходимо отнести к полезным ископаемым, чтобы разрешить их добычу путем вспашки земли. Это даст возможность защитить экологию и регулировать спорные вопросы. Более 200 школ Якутии нуждаются в капитальном ремонте. Из них 58 объектов образования в следующем году модернизируют и отремонтируют. Работы проведут на средства федеральных субсидий. Отметим, что в этом году стартовала программа капитального ремонта образовательных учреждений. Из федерального бюджета на эти цели ежегодно будут выделять 66 миллиардов рублей. В следующем году по всей стране отремонтируют около 1500 общеобразовательных учреждений. Федеральную программу попасть было сложно. На самом деле во многих субъектах сократили, а наш субъект благодаря работе, проделанной и главами муниципальных образований, и Министерством образования и науки, и, конечно же, при поддержке нашего главы Айсена Сергеевича Николаева, все вошли 100%. И общая стоимость 2 миллиарда 800. Туда входит и приобретение, оснащение школ от 3 до 9 миллионов будет. Это зависит от объема школы, от объема объекта и количества обучающихся. Дороги должны связывать города и села, а не просто направления. В прошлогоднем послании Госсобранию глава Якутии обозначил четкие задачи по приведению транспортной инфраструктуры в регионе в порядок. Что сделано за год и каких результатов удается добиться благодаря тесному сотрудничеству республиканских и федеральных властей, расскажет Мадина Халикова. На предстоящий год я ставлю еще одну задачу. Более четверти века уже длится асфальтирование дороги до села Хатырык, родины Максима Кировича Амосова. В 2021 году эти работы должны быть полностью завершены. Продолжатся работы на федеральных дорогах
По национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируем 200 километров региональных дорог. Начнутся масштабные работы на главном проспекте столицы. Его реконструкция изменит облик исторического центра города. С этих слов начал свое послание в части дорожной отрасли в 2020 году глава республики Айсен Николаев. Четкие задачи руководитель Якутии поставил перед профильным министерством и окружной администрацией. Правдиво и честно резюмируя, что проблема плохих дорог десятилетиями волнует всех жителей большого субъекта. Итак, поручение привести в нормативное состояние 200 километров дорог региональных и 45 в столице на сегодня выполнена. Реконструкция главного проспекта Ленина идет полным ходом. В году мы в республике отремонтировали порядка свыше 500 километров дорог, из них 280 километров по национальному проекту, в том числе по городу Якутску более 48 километров дорог. В следующем году планируем свыше 500 километров, также порядка 530 километров дорог в целом отремонтировать по республике. Из них 250 это федеральные, 200 и 250 в рамках национального проекта, в том числе по городу Якутску это будет 34 километра. Значит, планируем также, что порядка 50 километров будет отремонтировано муниципальных дорог. Также до села Хатырык проложена асфальтированная трасса. Помимо прочего, улучшают и сопутствующие объекты. Вдоль 9 сел установили порядка 25 тысяч погонных метров уличного освещения, что положительно сказывается на безопасности. Сказано, сделано. Но помимо региональных и муниципальных дорог, в порядок приведены и участки федеральных трасс. В 2021 году этот показатель 132 километра полотна. В этом году дорожники справились со своей задачей досрочно. Это нас очень радует. В этом году 132 километра мы ввели объекты. Это по автодороге Колыма и по автодороге Вилюй. Также ремонт искусственных сооружений тоже ввели досрочно. Мы продолжаем участки реконструкции. До сих пор наши подрядные организации находятся на объектах и работают по 20 декабря. Большое внимание уделили строительству мостов в Якутии. За 2021 построено 10 сооружений в Амгинском, Кобяйском, Чурапчинском и Устьянском районах. Кроме того, положительное заключение получил проект мостового перехода через реку Вилюй в районе села Верхневилюйск. Это первый из 4 запланированных сооружений. Возведение намечено с 2022 по 2026 год. Важным объектом станет и долгожданный Ленский мост, транспортная связующая Востока. Работы по нему идут в соответствии с графиком. Так, до 2030-го в республике все направления по федеральным трассам Вилюй, Колыма и Лена должны стать круглогодичными. Таково поручение президента. Решение Президиума Госсовета Российской Федерации, которым Владимир Владимирович Путин, президент страны, обозначил стратегические вопросы развития транспортного комплекса до 2030 года, и в котором 6-м пунктом отражен наши 3 федеральные автомобильные дороги, проходящие по территории Республики Саха-Якутия. Это федеральная автомобильная дорога Вилюй, это федеральная автомобильная дорога Лена и федеральная автомобильная дорога Колыма. Все эти показатели – результат совместной кропотливой работы лично главы республики с федеральным центром, а также благодаря четким поручениям и контролям как власти, так и общественности за ходом реализации проектов. Мадина Халикова, Григорий Охлопков, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Депутаты республики провели 32-ю очередную сессию, которая стала итоговой в этом году. Всего в повестке значилось 27 вопросов, которые рассмотрели в течение первой половины дня. Что обсудили, знает Ульяна Шагина. Несмотря на то, что 27 вопросов в повестке рассмотрены в рекордно короткое время, народные избранники смогли обсудить и одобрить целый пласт различных изменений в проекты законов. Самым обсуждаемым из них стал проект закона о розничной продаже алкогольной продукции в общепите. Закон приводит в соответствие с федеральным законодательством, а это значит пунктом общепита, если закон вступит в силу, теперь не будут запрещать продавать алкоголь в розницу. Пока поправки приняты в первом чтении и будут дальше обсуждаться. Очень рад, что действительно мы приводим в соответствие, соблюдаем закон. Но, конечно, мы не очень рады, что снимаем немножко ограничения в части общепита в этих селах, но во всех 188 поселениях нету общепита на данный момент, и никто не обращался для открытия там точек по продаже, как говорится, кафе.
В первом чтении также депутаты приняли экологический кодекс региона. Этот новый документ должен упорядочить целый пласт экологических законов, которые сейчас есть в Якутии. Изменения коснутся и закона о недрах в части усиления контроля за добычей и хранением мамонтовых бивней. Сегодня 80% добычи этих ценных костей сосредоточены именно в республике. При этом деятельность искателей никак не регулируется ни уголовным, ни административным ресурсом. Парламентарии предлагают внести изменения в федеральный закон о недрах, чтобы места добычи мамонтовой кости, а именно под землей, были отнесены к недрам местного значения, чтобы лицензировать и наладить в правовом русле этот процесс. На данный момент разрешена только попутная добыча. Большинство добытых костей добывается подземным путем недропользования, с использованием мотопомп, конечно, нарушением экосистем. Якутские парламентарии поддержали тайным голосованием поправки в федеральный закон о санэпиднадзоре в части введения QR-кодов в общественных местах, помимо тех, в которых уже действует QR-код. Подготовили отзыв, где включили все замечания. Например, основное замечание – вакцинацию проверить, допустим, проведением наличия антител. ИФА, то есть иммуноферментным анализом. Если у человека, допустим, бессимптомно переболел, значит, и так далее, сдает анализ, если имеются антитела против коронавирусной инфекции, то вот этому человеку выдается QR-код. Отзыв к федеральным поправкам поддержали 2/3 якутских парламентариев. По их мнению, QR-кодирование в местах массового посещения людей – единственная возможность снизить заболевание, а также выработать 80% коллективного иммунитета. Весь прошлый год мы говорили о том, что очень много малых предприятий закрывались. Введение QR-кода может им позволить работать. QR-кодами можно заходить в торговые центры, в парикмахерские, в кинотеатры, посещать спортивные мероприятия и так далее. Это, наоборот, благо для тех людей, которые себя оберегают, свое здоровье. Напомним, ранее на уровне Госдумы отменили поправки, касающиеся QR-кодов на транспорте. Решение пока временное и, скорее всего, после тщательной проработки его также внесут на обсуждение федеральной повестки. Ульяна Шагина, Джулус Накентьев, Якутск. Проекты предприятий, входящих в территорию опережающего развития Якутия и Южная Якутия, рассчитаны на создание 10 тысяч рабочих мест. При этом 8 тысяч мест уже открыто. Всего резидентами ТОР в республике являются 46 компаний. Как отметил глава Якутии Айсан Николаев, дальнейшее развитие территории должно касаться не только промышленных проектов, но и социальных. В текущем году статус резидента ТОР получили еще 8 предприятий, которые планируют создать порядка 500 рабочих мест в сфере строительства, сельского хозяйства и промышленности. Реставрацию дома Суоруна Малона планируют провести в столице республики. Работы пройдут в рамках проекта «Сохраним памятники». Также идут поиски инвесторов для восстановления дома Героя Советского Союза Федора Попова в Мегино-Камгалатском районе и трибуны, где выступал Платон Аюнский в селе Намцы. Всего в рамках проекта «Сохраним памятники» федеральной программы развития культуры и туризма к столетию якутской автономии в Якутии восстановлено 35 памятников исторического и культурного наследия. В Москве завершился международный гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Он собрал все арктические регионы страны и даже заграничных представителей. Фуд-ивент прошел в рамках председательства России в Арктическом совете. Инициатором и главным организатором выступила Якутия. Помимо северных деликатесов и традиционной кухни коренных народов Арктики была и пища для размышлений. Так, в деловой части фестиваля приняли участие предприниматели Якутии. Серьезным инструментом продвижения арктической кухни стала сессия формирования бренда «Сделано в Арктике». Лучшие международные практики якутяне уже хотят реализовать в республике. По их мнению, ретрит-туры или гастрономический туризм отлично впишутся в повестку региона. Мы тоже хотим, чтобы к нам приезжали, чтобы у нас развивался туризм въездной. И мы показываем сегодня то, чем мы гордимся. Нужно делать упор на нашу самобытность, традиции, потому что она у нас уникальна и очень интересна. И мы сегодня разговаривали тоже с нашими рестораторами о том, чтобы они действительно планировали в ближайшем будущем открыть ресторан якутской кухни в Москве.
Ну а лучшие шеф-повара северных ресторанов, хранители традиционных кухонь коренных народов Арктики на фестивале поделились рецептами блюд. Так, сразу два опытных шеф-повара из Якутии, Евгений Альфан и Николай Атласов, соревновались в кулинарном онлайн-марафоне. Вместе с коллегами из Красноярска, Коми, Чукотки, Норвегии и Канады они представили оригинальные блюда северной кухни. Еще один якутский шеф Семен Тарбахов стал участником «Битвы шефов». В программе фестиваля были дегустация блюд арктических деликатесов, а вишенка на торте – мастер-классы представителей коренных малочисленных народов Севера. Большое «да», потому что, например, даже взять эти мишленовские рестораны, они очень сильно смотрят именно на историю блюда, хотят именно популяризировать натуральность, именно хотят сделать на современный лад. И, как говорится, к клиентам также это очень сильно нравится. От себя могу сказать, что мероприятие очень хорошее и именно дает поддержку малочисленным народам Севера и также популяризация их. Возвращаемся в Якутию. Картина ученицы детской школы искусств будет украшать Дом правительства республики. Вице-премьер Якутии Кирилл Бычков приобрел картину юной художницы Алданы Винокуровой. Подробнее о картине и маленькой художнице расскажет Марферина Алексеева. Юную художницу Алдану Винокурову с самых малых лет интересует рисование, лепка и все, где можно создать что-то прекрасное. Картина «Чудо в перьях» для девочки особенно любима. В ней она отобразила свою любовь к книгам, а также изобразила тотемное животное ее семьи. Я люблю такие волшебные сказки читать. Или еще приключения у окна читать. Это очень красиво и в тишине. Ночью. Вообще сова в нашей жизни играет огромную роль, потому что это, можно сказать, некий тотем по линии отца Алданы. И сова всегда сопровождает нашу семью. Продажа картин маленьких художников – идея волонтеров. Инициативная молодежь организовала благотворительную акцию «Нарисовать себе сказку». Тем самым поддержать творчество ребят и помочь реализовать художественный потенциал с помощью вырученных средств. Неравнодушные люди также поддержали идею акции и пожертвовали денежные средства для покупки расходных материалов для создания картин. И мы закупили материал на как раз реализацию проекта. На 5000 рублей получилось 10 холстов, акриловые краски, кисточки, которые предоставили дыши сами тоже. Собственно, мы отобрали 10 ребят, которые, по мнению преподавателей, вместе согласовали список из 10 ребят, которые должны получить поддержку. Подарить детям сказку решил и заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Он приобрел картину Алданы Винокуровой. Со слов зампреда, «Чудо в перьях» произвело впечатление с первого взгляда. Я, увидев эту работу, сразу попросил меня с ней познакомить. И я захотел купить у нее эту работу, потому что действительно молодых художников с таким стремлением, с таким отношением, тем более талантливых, я считаю, что это очень важно поддерживать. В случае эта картина будет висеть в Доме правительства номер 1. Поэтому все, кто будет приходить в кабинет, будут ее видеть. Цена картины – 10 000 рублей. Это первая, но далеко не последняя проданная картина Алданы. На вырученный гонорар художница планирует приобрести графический планшет для рисования, а в будущем юная художница хочет стать дизайнером-модельером. Марферина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. До главного праздника страны осталось чуть больше месяца, однако вопрос по-прежнему для многих остался открытым. Что подарить на Новый год? В теме разбиралась наш корреспондент Сарглан Неустроева. Новый год, пожалуй, самый долгожданный праздник в жизни каждого и самый дорогой. Что подарить, чтобы не разориться и не обидеть человека? Вопрос, который ежегодно мучает сотни россиян. А изобилие товаров, которые предлагают производители, не только не помогает в выборе, но и в некоторой степени отягощают его. Итак, первый выход из сложной ситуации – подарить деньги или сертификат на различные услуги. Я считаю, что Новый год – это время чудес, подарков, волшебства. И деньги, и сертификаты в этот, скажем так, шаблон совершенно не вписываются. Поэтому я все-таки считаю, что на Новый год дарить подарки в виде сертификатов – это моветон. Именно такого мнения придерживается предприниматель Лена Терехова. В бизнесе девушка не первый год. Начинала с продавца-консультанта и, как никто другой, разбирается в желаниях людей. Что ж, традиционным денежным конвертом не отвертеться. Однако существует несколько правил, следуя которым подготовить подарки будет совсем не проблема. Правило первое – дарите то, что хотели бы себе сами. Вряд ли вы желаете что-то, что долгое время будет пылиться
на полке, а потом и вовсе полетит в мусорку за ненадобностью. Один из основных трендов в подарках – это нужные вещи. Прошли те времена, когда мы дарим дешевые китайские безделушки, да, которые будут там стоять, пылиться или передарятся вообще. Мы дарим именно то, что нужно. Сейчас также в тренде подарки для здоровья, да, для красоты. Еще один важный критерий выбора подарка – уместность. Некоторые вещи не подарить начальнику, а что-то не совсем подойдет для друга. В таком случае легко можно собрать так называемый бокс. Это когда что-то в коробке, да, это такая американская тема. В коробку складываются различные мелкие подарки и дарятся. Ну и, разумеется, не стоит забывать о том, что самое важное в любом подарке. От души главное зависит, от всего сердца. Какой-то родной, с эмоциями, для близких, для любимых. Ну, главное, чтобы подарок был от души и с радостью. Главное искренность и то, с каким желанием вы дарите человеку. Но главное не цена, а то, что сделано с любовью, с душой. Опрос показал, старая добрая поговорка «главное не подарок, а внимание» все еще актуальна. А задуматься о новогодних презентах стоит уже сейчас. Не за горами праздничная суматоха, и с готовым списком новогодние покупки станут в разы дешевле, а главное – приятнее. Сарглана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. И в завершении вернемся к теме ковида. Эту новость мы получили буквально только что. Итак, в Якутии продлили режим работы общепита и возобновили деятельность детских игровых залов. Таким образом, на фоне снижения числа новых заражений коронавирусом в регионе смягчают ограничительные меры. С сегодняшнего дня продлен режим работы заведений общественного питания и возобновлена деятельность детских игровых залов и аттракционов. Соответствующий указ глава Якутии Сад Николаев подписал сегодня. Согласно указу, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до полуночи. Кроме этого, разрешена деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров и аттракционов при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.